бокалом печали к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы ни причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Старый клен, старый клен, старый клен стучит в стекло, приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего, отчего, отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. 18 ноября 2005 года в газете «СБ. Беларусь сегодня» было опубликовано его интервью, а интервьюером была его дочь. Ну, а кто, как не наши близкие родные, наши дети знают о нас все или почти все. Поэтому он был очень откровенен. На вопрос, чьим мнением дорожишь больше всего в своей работе, ответил коротко, собственным, и привел слова известного советского публициста Анатолия Аграновского, который в свое время сказал: «Пишет хорошо не тот, кто пишет красиво, а тот, кто хорошо думает». А на вопрос, что такое интеллигентность, последовал следующий ответ. Интеллигентность – это состояние души, это стремление не делать зла. Образованность и интеллигентность не одно и то же. И он действительно был прав. Можно быть очень образованным человеком, но не интеллигентным. Можно быть необразованным человеком, но деликатным, чутким, с добрым отношением к жизни и к людям. Ведь интеллигентность, так же как ум, талант и доброе имя, любовь, купить за деньги нельзя. Интеллигентным человеком притвориться невозможно. Он был интеллигентным человеком, очень мудрым, добрым, умным и талантливым. Он – заслуженный деятель культуры БССР, доктор филологических наук, профессор Борис Владимирович Стрельцов. Когда приезжаешь в большой город, он немножко тебя подавляет из маленького города. Здесь все немножко неродное. И когда город начинает тебя подавлять, то хочется погреться, как авитаминозный северянин в лучах солнца, любви какого-то человека. Я очень люблю людей старшего поколения. У них аура тепла. Он уже был мэтр, он уже был признанный, он уже был обласканный. А мы приезжаем в такие вот цыплята, и нам хочется погреться вот в лучах вот этого солнца. Ничего специально для этого он не делал. Он заходил в аудиторию, и уже становилось тепло. Поэтому к нему тянулись люди, к нему тянулась молодежь, и мы хотели находиться рядом с ним. Проводил занятия он всегда очень просто. С одной стороны, вот как-то не было вот этой дистанции, несмотря на то, что профессор. Это большое умение человека быть профессором и быть вот таким доступным. А с другой стороны, мы все равно чувствовали вот эту дистанцию. Он всегда обожал газету «Звезда» и самым лучшим из нас говорил: иди в газету «Звезда». Ты достойна вот этого издания. И вот эта вот теплота, эта доброта, умение как-то принять тебя, это было очень характерно для Бориса Васильевича. Я уже из поколения тех студентов, которые действительно встретили его в преклонных летах, уже признанным мэтром, уже человеком, который, наверное, свои бури основные уже в жизни прошел. И он, когда смотрел в глаза, он как будто заглядывал и видел твою душу. И он нас не оценивал, может, даже не столько с профессиональной точки зрения, сколько с человеческой. Вот этот вот путь как бы взял Борис Васильевич меня за руку и провел. Оставил на факультете журналистики. Я закончила аспирантуру и сейчас преподаю здесь. У нас на факультете есть специальная аудитория Бориса Васильевича. Там на стене висит его портрет.
И он так по-доброму, как в жизни, смотрит на меня. И я вот думаю, Борис Васильевич, я еще до вас не дотягиваю совсем. Вот мне этой доброты нету. Я еще требовательная, я еще бываю жесткая, я бываю еще резкая. Умение заглянуть в душу и понять, что же там в душе студента, у меня еще нет. Я очень буду стараться вот приобрести вот эти качества. Я как бы на пути еще к этому всему. Засидзеўшыся далёка за поўнач над рукапісам, я не адразу лёг спаць. Рука пацягнулася да кнопак прыёмніка. З доўгіх хваляў на сярэднія, кароткія, ультракароткія, усё адно і тое ж. І вось нарэшце жаночы голас недакучліва скардзіўся. Пад музыку Вівальдзі, 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 пад лёгкі шум дажджу, ці то таямнічая чароўнасць мелодыі, ці то выпадковае супадзенне. Шыбы майго акна таксама плакалі кроплямі сцежкамі асенняга дажджу, узрушылі мяне да глыбіні душы. Сегодня его воспитанники, а это бывшие студенты журфака БГУ и Института журналистики, работают в газетах, журналах, издательствах, в самых различных организациях и структурах. И среди них очень много профессиональных, талантливых людей. Для них он был не просто преподавателем, то есть человеком, который дает знания. Для них был он учителем. Учителем, который учил их жизни и тому, как в жизни этой оставаться и быть человеком. Поэтому его воспитанники, его ученики вспоминают Бориса Владимировича Стрельцова с огромной теплотой, любовью и уважением. Акно ў маім пакоі на ўсю сцяну, і зіма праз яго глядзіцца ва ўсёй сваёй велічы і прыгажосці. Пад халодным сонцам іскрыцца бялюткае снежнае покрыва, апушанае інеем дрэвы стаяць у маўклівым задуменні. Проста не верыцца, што маё акно ў шумным горадзе выходзіць на такі ціхі куток, ранішняя ціша. І толькі здаецца, што ты чуеш, як крыпіць снег под падэшвамі рэдкіх прохожих. Это и профессионал был высочайшего класса, и человек был замечательный. В журналистике вот эти два понятия неразделимы, потому что одно без другого существовать не может. Плохих людей журналистика не задерживает. Мое воображение поразила история о том, что учебник, по которому мы впоследствии учились, Борис Васильевич Стрельцов написал, делая в своей квартире ремонт. Времена тогда были как бы скромные, советские. И, видимо, он хорошо делал и ремонт, и писал этот замечательный учебник. Когда он пришел к нам впервые в аудиторию, Шелест пробежал к рядам Стрельцов. И одна наша девочка сказала: «Господи, какой он красивый! Посмотрите, какой он красивый! Он похож на Жан Габена. У него такие голубые глаза». И мы посмотрели, вот, правда, человеческими глазами, без какого-то студенческого там трепета. Действительно, он был очень-очень обаятельный, очень красивый. Позже, когда мы с ним встречались еще много раз, стало понятно, откуда шло вот эта его внешняя красота, от внутреннего его обаяния, от внутренней наполненности. Хочется верить, что большинство из нашего курса, выпуска 1986 года, мы сдали Стрельцова, потому что 80% осталось в профессии. Из его уст мы услышали, что на факультете вас будут учить, много чего будут учить. Дисциплин было около 30, по-моему. Он так и сказал: вас разве что фигурному катанию не будут здесь учить, не научат лишь одному. Мы все замерли, он сделал паузу и сказал: вас никто не научит писать. Если вы не умеете писать, вы не будете писать. И каждый для себя в тот момент сделал такой, наверное, пробный тест. Так умею ли я писать, если меня не научат? Верно ли я выбрал профессию? Когда работали над сценарием фильма «Ой, мамочки», мы думали, как мы назовем наших героинь. Мы решили дать нашим героиням наши родные с юности имена. Главную героиню зовут Вера Михайловна Стрельцова, еще одна носит фамилию Бондарева, еще одна дамочка носит фамилию Орлова, и Тикоцкого мы тоже назвали одну из мамочек его фамилии. Які цуд лясныя туманы,
Думаецца, што яны наплываюць з бліжэйшых балоцістых абалонаў, каб вярэдзіць пад ігліцай задрамаўшую грыбніцу. Варта ў гушчары на сцежкі прабіцца сонечным промнем, як туман ахвотна рассейваецца, растае, пад залочанымі сонцам пасмамі і клубамі ўзнімаецца да вяршалін дрэў, і там на якія хвіліны вэлюмнымі хмурынкамі павісае на галінах. А для него все начиналось очень просто, когда он служил в группе советских войск в Германии. Он очень ловко писал юмористические и сатирические стихи, и они нравились солдатам. Однажды его вызвал к себе комдив и сказал: «Сержант Стрельцов, стихи – это, конечно, хорошо, но ты бы лучше написал заметку о своих товарищах в нашу армейскую газету». Он написал заметку и отослал ее по почте в газету «Советская армия», не надеясь на положительный результат. И каково же было его удивление, когда через пару дней эта заметка была опубликована в газете. Это было его боевое крещение в журналистике. Потом была большая жизнь. Учеба, работа, любовь, семья, научная и творческая деятельность. И его студенты, которые сегодня гордятся тем, что их учителем был он, Борис Владимирович Стрельцов. Снегопад, снегопад, снегопад давно прошел, словно в гости к нам весна опять вернулась. Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Журналістыка – это лад жыцця. Гэтую мудрасць нам падарыў Борис Васильевич Стрельцов. Усе яго вучні па-рознаму называлі, але гэтыя словы вельмі высокага і трапнага гучання. Майстра, патрыарх беларускай журналістыкі, аксакал. І усе гэтыя словы верныя. Гэты чалавек унёс у беларускую журналістыку гэтулькі здабыткаў, што з гадамі яны не сціраюцца. Звыш 1000 газетных публікацый, звыш 300 навуковых артыкулаў, кніжак, падручнікаў. Большая палова выпускнікоў прайшлі праз рукі, сэрца, розум Бориса Васильевича Стрельцова. Звычайна ў гуманітарнай сферы праходзяць дзесяцігоддзі і напрацоўкі стареюць, ветшаюць. Распрацоўка Стрельцова па жанрах, па метадах журналісцкай творчасці з гадамі не сціраецца. Яна застаецца актуальнай і для сённяшняй журналістыкі. Гэты ўнёсак будзе яшчэ не адно дзесяцігоддзе працаваць на родную Беларусь. Нягледзячы на тое, што Бориса Васильевича яго вучні, я ў тым ліку велічаем аксакалам, мэтрам, патрыархам, ён быў добры, цёплы, душэўны чалавек. Ён умеў гаварыць і са студэнтам, і з прафесарам, і з акадэмікам. Роўна, дасціпна, недзе з іроніяй, жартам, але зразумела на адной і той жа мове. Журналістыка пад яго пяра была ў суладдзі з жыццём, і ён журналістыку называў ладам жыцця. Сугучнасць вось гэтых тэрмінаў у яго была неразрыўная. Вундеркиндом я не был, правда, учился хорошо и пописывал стишки. Мечтал стать летчиком, как Чкалов, потом шахтером, как Стаханов, потом полярником. Я из поколения подростков, которых жестоко опалила война. Опалила, но не ожесточила. Моя повесть «Метроном памяти» о героике и ужасах первых дней войны.
Сожалею, что в издательстве покалечили книгу, заставив убрать трагические моменты. Редактор заявил, автор старается, чтобы что-то случилось, а редактор, чтобы кое-что не случилось. Из интервью Бориса Стрельцова. Борис Владимирович Стрельцов родился 1 марта 1926 года в деревне Хутор Быховского района в бедной семье. До войны окончил 8 классов, а аттестат получил уже после войны. В начале военного лихолетия чудом остался живым. Это было под Дрибином. Майор пограничных войск послал подростков, а их было 4, посмотреть, что там затевают немцы. Назад вернулся один Борис. Ему повезло. В 1951 году Борис Стрельцов поступил на заочное отделение филологического факультета БГУ, потом перевелся на стационар. И работал, и учился. А работал он литработником в газете «Червоная змена». Потом «Литература и мастацтво», потом «Звезда». В 1969 году он приходит в БГУ на факультет журналистики и работает преподавателем, а потом становится заведующим кафедрой теории и практики советской журналистики. Именно он является основателем научной школы белорусской журналистики. Его считали и королем очерка. Из-под его пера вышли сотни очерков и фельетонов. Он автор нескольких монографий, многих научных работ. Он писал сценарии к фильмам художественным и документальным. Является автором нескольких сборников рассказов. Это «Наследник», «Сходятся большаки и проселки», «Чародейная ночь», «Метроном памяти». В течение 15 лет он возглавлял секретариат Белорусского союза журналистов, а также комитет по профессиональной этике и журналистским премиям. Ему все удавалось, он везде все успевал. Успевал защищать, помогать, поддерживать, учить, наставлять. Таким он и остался в памяти родных, близких, коллег и друзей. Прадвесне. Мне, прызнацца, больше даспадобы не вясенне, а асенні лес. У ім адчуваецца стомленасць пасля праробленага ўлетку. Сочыцца задуменнасцю журба. Пошум вершалін пры ціхай пагодзе нагадвае калыханку. Не кажу ўжо пра грыбы. Іншы баравік такі прыгожы, што не хочацца яго рэзаць. Прысядзеш побач, а то і прыляжаш, любуешся гэтым цудам прыроды. Першая сустрэча з'яўляецца вызначальнай. Я прыйшла на Маскоўскую, у той пакой, дзе сядзеў Барыс Васильевич. Што я ўбачыла, што адчула? Абаяльны, прыязны чалавек, усмешлівы. І сапраўды кожны раз, калі я яго бачыла, маё адчуванне было вельмі цёплае, мне здавалася, это вельмі блізкі чалавек, хаця мы толькі пазнаёміліся. Да яго ўсе цягнуліся, і студэнты, і выкладчыкі. Мне вельмі падабалася, што ў ім спалучаецца, здавалася б, іншы раз неспалучальнае. Прыязнасць, усмешлівасць, добразычлівасць, заўсёды самаіронія, такая глыбокая. Чалавек заўсёды смела, адкрыта выказваў сваю думку, ён яе абгрунтоўваў, паважаючы пазіцыю іншага чалавека. Ён быў цэнтрам заўсёды, дзе ён не з'яўляўся. Было з ім хораша і ў хвіліны адпачынку. Калі збіраўся калектыў, калі азначалася некае свята. Было хораша, калі выязджалі, былі недзе на прыродзе. Заўсёды была некая гутарка, і нават калі ты не прысутнічаў у гэты момант, калі ён размаўляў з некім, здалёку было бачна, што субяседніку прыемна, цікава, камфортна. Чалавек быў, канешне, вельмі таленавіты. Дарагія словы матуля, радзіма і настаўнік. Ён валодаў тымі якасцямі, якія дазваляюць яго называць настаўнікам. Шчодра надзелены над прыроды быў шчодры сам. Дзяліўся ідэямі. Ён мог падтрымаць і студэнта, і сталага чалавека. Мог усяліць веру ў гэтага чалавека і зрабіць тое, каб ён сапраўды
выявіў самае лепшае, што яму відаць у гэтым чалавеку. Вельмі трапяткі чалавек, вельмі тонкі. У яго жыццёвым лёсе столькі пераплялося. Спалучэнне многага ў ім давала магчымасць побач з ім адчуваць проста шчасце. Барыс Васильевич прыгожа спяваў, нечакана, проста у роздуме ці падчас адпачынку. І ён раптам пачынае спяваць. Адчуванне такое, што вось гэтай песняй ён таксама аб'ядноўвае нас, таму што кожны з нас нейкія рэчы вельмі дарагія згадвае. Як ён адчуваў прыроду, як ён пісаў пра лес, які называў храмам, як ён пісаў пра бярозавік, пра туман. Свае лекцыі перад першакурснікамі пачынаю радкамі з абразкоў Барыса Васильевича. Там багацейшая лексіка, таму што ён жа нарадзіўся ў вёсцы, мову ён ведаў. Словы такія, можа быць, не кожнаму сучаснаму чалавеку вядомы. Гэта спрадвечна беларускія словы. Ён любіў вельмі людзей. Ён любіў бясконца радзіму сваю. Яго дзейнасць уся была прасякнута вось гэтай любоўю. Падаў снег. Вечерні хладок быў не зябкі, не марозны, а лагодны, мяккі, прыемны. Хацелася хадзіць і хадзіць. Але раптам здарыўся цуд, які прымусіў спыніцца і замерці ў здзіўленні. Прама над галавой непраглядны змрок пачаў расступацца, рассоўвацца. Праз якую хвіліну на зямлю зірнула блакітнае вока. Яно ўсё шырылася, шырылася, і вось ужо заблішчэлі зоркі, і выплыў за ашмоткаў шэрані месяц поўня. Зоркі былі аднаго колеру, срэбныя, і стаялі яны нерухома, і месяц быў не мядзяны, а срэбны. Его жену звали Надежда Тимофеевна. Она была настоящей красавицей, и многие парни добивались ее расположения, но тщетно. Она вспоминала: появился Боря, и все. Так бывает. Появился, и все. Они прожили вместе 45 лет. Дети, внуки, все как положено, и все по любви. Но в 1997 году Надежды Тимофеевны не стало. Для Бориса Владимировича это было страшным испытанием, утрата, горе. Но что поделать, жизнь – это жизнь, а смерть – это смерть. Он был очень жизнелюбивым человеком, он прекрасно играл на гармошке, любил бывать на природе, обожал лес, свою дачу в Крыжовке, был заядлым грибником. И там, в Крыжовке, в лесу, он отдыхал душой. Борис Владимирович Стрельцов умер 18 октября 2009 года от сердечной недостаточности. Паставіўшы апошнюю кропку, я прачытаў рукапіс і задумаўся. Намаляваў я свой жыццяпіс, але ж намаляваў толькі фрагментамі. Ва ўсіх адносінах многае апушчана. Няхай застаецца так, як ёсць. Я зрабіў тое, што задумаў. Спыніўся, азірнуўся, напісаў. Однажды он написал такие слова: «Если верить легендам, у каждого человека есть своя звезда. Но когда человек уходит, куда девается звезда? Говорят, они разрываются от напряжения, а может быть, от безумной жалости и тоски по тем, кто уходит. Все, что ты делаешь сегодня для людей, в вечности будет твоим». Его звезда не погасла. Звезда Бориса Стрельцова. Погляди, погляди, погляди на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто. Отчего, отчего, отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Все равно, где бы мы
не причал ли к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали не поднять нам усталый